Мое дорогое дитя, я хочу заверить тебя, что благословения уже на пути к твоей жизни, и вскоре они обрушатся на тебя, как нежный дождь, украсив твой дом и жизнь. Нет ничего величественнее и могущественнее, чем план, который я приготовил для вас. Я могу дать вам решительную миссию, вселить в вас спокойствие и превратить ваши самые сложные препятствия в нечто изысканное. Я проведу тебя из бесплодных земель в омолаживающий оазис. Встречайте мои благословения с верой, радостью и скромностью. Не недооценивайте их, поскольку иногда они могут проявляться скромно. В то время как другие стремятся к грандиозным благословениям, я отдаю предпочтение скромным и, казалось бы, незначительным, поскольку признаю в них потенциал величия. Открой глаза, моя дорогая, потому что вот-вот произойдут удивительные вещи. Исследуйте мое слово, и вы увидите благословения, которые ждут вас на пути. Мои глаза ищут смиренного сердца, и мой дух жаждет обогатить жизнь, которая всегда готова выражать любовь и прощение. Помни, я выбрал тебя, и ты никогда не должен сомневаться в этом. Ваша судьба была запечатлена в вечном свитке с момента создания мира. Своим любящим прикосновением я тщательно спланировал ваше путешествие. Пришло время и вам осознать то, что я для вас устроил. Ежедневно приближайтесь ко мне, излагайте свои вопросы и несовершенства передо мной у моего алтаря и принимайте мое прощение. Встаньте и приготовьтесь, ибо время приближается, и вам предстоит выполнить важные роли. Есть бесчисленное множество чудес, в которых я планирую вовлечь вас. Давайте отправимся в это путешествие вместе, ведь у вас есть моя неизменная поддержка. Помни, моя любовь к тебе непоколебима, и на небесах есть благословение с твоим именем. Я понимаю, если вы задаетесь вопросом, почему в вашей жизни произошли те или иные события. Доверьтесь мне всем сердцем, ибо и на небе, и на земле обстоятельства складываются в вашу пользу. Я издал для вас безошибочный указ о достижении обильного обеспечения, освобождения от долгов, сверхъестественной мудрости и благословений, специально предназначенных для вас и вашей семьи. Ваше божественное наследие – это не вопрос удачи. Я любил тебя еще до твоего рождения и приготовил для тебя множество прекрасных вещей. Однако прежде всего пойми, что моя вечная любовь – это самый бесценный дар. Я любил тебя в те времена, когда ты чувствовал себя далеко, и моя любовь к тебе продолжается, даже когда ты возвращаешься ко мне. Ваши случайные ошибки меня не пугают, я никогда не буду избегать тебя из-за твоих проступков. Когда ты приближаешься ко мне с чистым сердцем, полным раскаяния и правды, я вижу твою любовь ко мне и понимаю твое сердце и мотивы. Я дорожу вашей искренностью, и никто никогда не сможет меня обмануть. В отличие от других, которые притворяются совершенством и святостью, стоя в моем присутствии только для того, чтобы судить и обвинять, вы другой. Ваш дух излучает мир, ваше поведение доброе, и ваши мысли чисты. Даже когда вы колеблетесь, вы поднимаетесь с уверенностью в вере. Никогда не позволяйте смертным судить вас, потому что никто в этом мире не имеет такого права. Если вы сохраните такое отношение, наполненное верой, ежедневно обращаясь ко мне со смиренным сердцем, стремясь слушать и учиться,
я вознагражу ваши усилия обильными благословениями. Я знаю, что ваши желания не основаны на материальных благах, вы ищете благословений и защиты для своей семьи. Я дарую тебе это и многое другое. Я подготовлю вас к готовности, и когда двери откроются, не стесняйтесь войти. Даже сейчас, когда вы слушаете, в духовной сфере разворачиваются сверхъестественные чудеса. В вашу жизнь войдут новые люди, появятся возможности, которых раньше никогда не было, а ситуации, которые поначалу казались проблематичными, превратятся в благословение благодаря вашей вере и терпению. Они принесут спокойствие в ваш дом и достаток. Но помни, самое значимое и прекрасное благословение уже твое, моя вечная любовь. Заяви о своей вере в меня. Здесь, в моих руках, окончательное решение всех ваших проблем. Итак, приходи ко мне, мой дорогой. Чего же ты ждешь? Вы знаете, что я тебя люблю. Вы всегда чувствовали это глубоко внутри себя. Даже если временами ты чувствуешь себя отстраненным, даже если сомнение шепчет, что ты потерпел неудачу и что я не люблю тебя, знай, что это неправда. В вашем сердце продолжает гореть пламя, и внутри вас живет горячее желание вернуться в этот ожидающий и тоскующий дом. Не бойтесь прийти. Я понимаю, что вы можете испытывать растерянность и неуверенность в том, что делать. Вы думали, что у вас есть вера, но на вашем пути постигло много разочарований, особенно со стороны тех, кому вы доверяли. Люди пошли своим путем и словно забыли о тебе. Ты впал в уныние, потому что думал, что я не приду, когда ты позвал. Но позвольте мне вас успокоить, я всегда прихожу вовремя. Я никогда не покидал тебя. Я присматривал за вами, давал бесчисленные ответы и предлагал все необходимые вам решения, даже если вы не всегда мне верили. Я говорил с вами прекрасными словами, но вам иногда было трудно принять, что ваш всемогущий Бог будет говорить непосредственно с вами. Пожалуйста, не сбивайтесь с этого пути. Здесь тебя искренне любят. Это ваш дом, ваше убежище, где вы можете чувствовать себя в безопасности и наполнены покоем, позволяя вам отдохнуть ночью с глубокими и омолаживающими снами. Сегодня ночью, пока ты спишь, тебе приснится, что ты стоишь на берегу кристально чистой реки и смотришь на меня своими глазами. Я протяну руки, и вы пойдете босиком по этой чудесной воде, смывая всю вашу боль, гнев и разочарование. Проснувшись утром, вы почувствуете себя другим, полным сил. Ты поймешь, что я снял с твоих плеч тяжелую ношу, и ты почувствуешь себя прекрасно. Это одна из наград для тех, кто снова поверит, кто признает свои ошибки и возвращается к своей вере. Вам не нужно искать того, кто скажет вам красивые слова. Я здесь, предлагая слова, которые дышат жизнью и добром. Примите их в свое сердце, и вы наполнитесь моим Святым Духом. Я твоя жизнь и твое благословение, истинное решение, которого жаждет твое сердце. Провозглашайте свою веру в меня со всей своей убежденностью, ибо на горизонте уже не за горами значительное благословение. Ты чувствуешь это, не так ли? Вы можете почувствовать спокойствие. Однако я умоляю вас напитать свое сердце моими словами и не позволять сомнениям подорвать вашу веру.
Стойте твердо. Последнее слово остается за мной. Я исцелю тебя от всех недугов. Поднимитесь смело, и все проклятия, долги и болезненные воспоминания прошлого исчезнут из вашей жизни. Ваше освобождение уже сегодня близко. Оковы рушатся. Радость и удовлетворение придут к вам в изобилии. Я совершу внутри вас мощное чудо хвалы. Ваши уста наполнятся, и ваше сердце наполнится счастьем. То, что я сказал, осуществится. Я гарантировал это, и вы увидите это своими глазами. Вы получите все, что вам нужно, даже для того, чтобы благословить других и помочь нуждающимся. Теперь со страстью позвольте мне коснуться вашего тела, вашей души, вашего сердца своей силой и исцелить все ваши страдания, устранив ваше уныние. Открой мне двери своей души и наполнись моим покоем. Вы яростно сражались, оставались стойкими, упорными и решительными. Вы игнорировали обескураживающие слова и критику со стороны людей. Настал день, когда вы сможете заявить о победе, получить пропитание и процветание. Поручите мне свои планы, и я поддержу вас во всем. Наслаждайся моим присутствием, и я исполню желание твоего сердца. Обратитесь ко мне, и я отвечу. Я хочу показать вам великие и чудесные вещи. Я призываю вас поверить в меня. Мои обещания подтверждены документально. Вы много раз слышали, что все достижимо для тех, кто может мне доверять. Я хочу увидеть ваш ответ. Скажи мне, что ты веришь в меня, но также действуй. Встаньте и примите решение дистанцироваться от вещей и друзей, которые уводят вас от меня. Они не придут к вам на помощь в трудную минуту. Владение не поможет вам, если вы потеряете веру. Верьте в мои обещания твердо и с непоколебимой решимостью. Ищи меня своим сердцем утром, днем, вечером и перед сном. Представляйте свои просьбы перед моим присутствием и верьте, что я дарую вам блага, предназначенные для вашего роста и назидания. Внимательно слушать, в вашей жизни вот-вот произойдет что-то прекрасное, грандиозное, могущественное и удивительное. Я тебя люблю. Провозглашайте свою веру. Не теряйте надежды, если вы сегодня чувствуете себя плохо, и если думаете, что вы не сильны. Я хочу, чтобы ты меня послушал. Откройте двери своего сердца, примите это сладкое спокойствие, которое я предлагаю, и найдите время, чтобы успокоить свой разум. Я Создатель Вселенной, и я хочу обратиться непосредственно к вашему сердцу. Этим бурным ветрам, сотрясающим вашу жизнь, я приказываю им успокоиться. Вам не нужно бояться мировых угроз, которые стремятся сбить вас с толку, заставить поколебаться вашу веру и закрыть глаза на ваши достижения. Временами вы можете чувствовать себя слабым, но позвольте мне заверить вас, что в вашей слабости вы найдете во мне свою силу. Твоя вера в сочетании с моей силой делает тебя непобедимым. Ваша обновленная сила делает ваш дух непоколебимым, а ваша слабость побеждена. Вы можете смело заявить «Я сильный» и с уверенностью продолжить свой путь к вершине, где я вас жду. Здесь ваши мечты превратятся в реальность.
Настал момент, когда вы примете мою волю и позволите мне работать в вашей жизни. Вам предназначено взлетать, а не отступать. Расправь свои крылья и поднимись выше, где меня ждут благословения. Отчаяние больше не будет вашим спутником, а печали и унынию не будет места в вашей жизни. С этого дня вы будете жить с пылающей и деятельной верой. Каждое утро, когда восходит солнце, выбирайте счастье в любых обстоятельствах и не позволяйте никаким плохим новостям или заботам стереть прекрасную улыбку, украшающую ваше лицо. Помни, мой дорогой ребенок, ты мой. Мой Святой Дух обитает внутри вас, делая вас отличным от мира. В то время как другие могут дрожать от слухов и терять надежду, ты обладаешь моей сверхъестественной любовью. Твоя вера – чудо, и из твоих уст текут сильные молитвы и слова. Итак, выходи, дитя мое, ты свободен. Наполнитесь радостью и поделитесь словами, которые я дал вам, со своей семьей. Я люблю тебя и избавлю тебя от отчаяния, вселяя в твое сердце мужество. Встречайте каждый день смело, потому что я с вами и никогда не позволю вам упасть. Не бойтесь, ибо я знаю, что ваши испытания тяжелы, но моя сила больше. Твои враги могут восстать против тебя, но я сильнее. Болезнь может попытаться украсть вашу надежду, но я желаю исцелить вас. Семейные проблемы могут вас огорчать, но я сотворю чудесное чудо, и ваша ситуация изменится. Теперь скажи мне, ты поверишь в меня или усомнишься? Решите верить, и вы подниметесь. Настойчиво боритесь, выполняйте свои обязанности и упорствуйте в вере. Я знаю, что ты страдал и молча плакал из-за сложившейся ситуации, но сегодня я окружаю тебя своей любовью и вытираю твои слезы. Пейте мою живую воду, и тело ваше наполнится здоровьем, дух ваш обновится, и душа ваша уже не будет жаждать. Враг может восставать против вас каждый день, стремясь сломить вас, но сегодня вы будете стоять прямо, поддержанные моей благодатью. Тяжелые дни, которые вы пережили, подходят к концу. Я люблю тебя, и моя любовь изгонит весь страх. Посмотри на меня, дитя мое, ибо для меня нет ничего невозможного. Точно так же, как я успокаивал штормы, расступал море и наделял силой чудеса, сегодня я успокаиваю бури внутри вас и даю вам силы идти по волнам сомнений. Ты не утонешь, ибо я протягиваю руку мою, и милость моя поддерживает тебя. Я посылаю своих ангелов присматривать за тобой. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы боретесь с жизненными трудностями, божественная сила поддерживает вас и помогает в вашей борьбе. Я даровал вам огромные благословения, и будьте уверены, ваши страхи и враги не восторжествуют. Ибо моя мощь затмевает всех. Наслаждайся моей близостью и всегда помни, дитя мое, что в моем присутствии ты больше, чем победитель. Я знаю о вашем призыве вчера вечером, о вашем молчаливом призыве к храбрости, стойкости, спокойствию и безопасности, чтобы противостоять жизненным невзгодам. Наблюдайте за своим текущим состоянием. Вы восстали к новому рассвету, укрепленные и готовые. Ваш дух больше не пребывает в слабости или отчаянии. Теперь вы обладаете смелостью противостоять любому серьезному препятствию. Там, где когда-то обитал страх, теперь обитает вера.
На смену робости теперь пришла смелость. Возможно, вчера вы дрожали, размышляя о потенциальных трудностях, но сегодня вы стоите твердо, готовые к триумфу. Вы должны подняться, продвигаться вперед, ибо я зажег в вашем духе горячее стремление к успеху. Доверьтесь моей силе, ведь я не только направил ваш путь, но и даровал вам смелость противостоять тысяче огромных испытаний. Даже если препятствия на вашем пути кажутся пугающими, помните, ничто не выше моих сил. Я привел вас так далеко и никогда не оставлял вас в вашей борьбе, битвах и конфликтах. Я буду рядом с тобой. Благодаря моей силе и привязанности ты больше, чем победитель. Каждое грозное препятствие, возникающее против вас, обречено на провал. Я благословил вас решимостью и силой, необходимыми для преодоления любого испытания, встающего на вашем пути. Ваша миссия – преодолеть каждое возникающее препятствие, и вы будете жить в процветании и совершенном спокойствии. В этот момент отвлеки свое внимание от тревог и сосредоточься на мне. Это все часть процесса. Питайте свою веру моим словом и наполняйте свой разум моими обещаниями. Ваши страхи растворятся. Благодаря моему присутствию в твоем сердце ты сможешь противостоять любому и выйти победителем из любого испытания. Поднимайтесь, продвигайтесь, сражайтесь силой моего Божественного Духа. Когда вы участвуете в битвах, никто не одержит над вами победу. Вы не слабы. Вы крепки. Ты обладаешь моей любовью и верой. Помните, все достижимо для тех, кто верит. Я люблю тебя, а потому не теряй надежды. Я здесь, чтобы поддержать вас и дать вам силы выстоять. Я даю вам все силы, необходимые для продолжения, и гарантирую, что вы не будете сокрушены испытаниями, которые встретятся на вашем пути. Вы почувствуете способность подниматься, продвигаться вперед, противостоять вызовам и упорствовать в своей вере. Я знаю, что раньше вы переживали триумф и победу, поэтому ситуация, с которой вы столкнулись сегодня, не одолеет вас. Вы не почувствуете поражения или унижения. Слушайте мои слова и наполнитесь мужеством, ибо ваша горячая вера станет свидетелем сверхъестественных чудес. Мои слова имеют силу вылечить ваше тело, обеспечить вашу семью и удовлетворить все ваши потребности. Ваш стол будет наполнен достатком, а радость переполнит ваш дом. Настоящее богатство украсит вашу семью. Примите мои благословения со смиренным сердцем и с благодарностью вспомните тех, кто борется. Используйте свое изобилие, чтобы благословлять и помогать другим. Стремитесь помочь тем, кому повезло меньше, и наблюдайте, как я открываю небесные окна, наполняя ваш дом миром и радостью. Мои истинные благословения проявляются в гармонии и стабильности, которые приходят в вашу семью, в здоровье и мудрости, которые начинают периоды радости и новой жизни. Поверьте в меня и признайте, что лучшее будущее возможно для тех, кто меня любит. Вскоре вы станете свидетелем реализации многих мечтаний, которые считали недостижимыми. Я, твой всемогущий и сверхъестественный Бог, всегда с тобой. Я буду заботиться о тебе, защищать и поддерживать тебя не только сегодня, но и в вечности. Я ускоряю время получения вами благословений и ответов,
которые вы искали. Изменения, происходящие вокруг вас, направлены на вашу конечную выгоду. Подготовьте свое сердце и разум, откройте двери своего дома и позвольте моему присутствию занять свое законное место. Когда вы слышите меня сейчас, знайте, что ваша жизнь вот-вот изменится. Я понимаю ваши потребности еще до того, как вы их выразите, но я хочу, чтобы ваши мысли и желания были ясными. Будьте уверены в том, о чем вы просите меня, знайте свои желания и пункт назначения. Если вы стремитесь к победе, за нее приходится платить истинная вера, горячая молитва, упорный труд и личная жертва. Я подарю тебе успех, который станет вечным благословением для твоей семьи и для тебя. Я не дам тебе ничего, что приносит грусть или отделяет тебя от меня. Я не хочу, чтобы твоя семья пострадала из-за твоего отсутствия. Я желаю твоего успеха в мире и твоего сияющего света на улицах, но когда ты вернешься домой, тьма не должна следовать за тобой. Не забывайте тех, кого любите, не отягощайте свою жизнь раздорами и не жертвуйте своим здоровьем. Я всегда ищу то, что лучше для тебя: истинный мир, непоколебимую веру, спокойную жизнь и свободу от мирских забот. Земные блага мимолетны. Вы ничего не принесли в этот мир и не возьмете с собой ничего, кроме любви и привязанности, которые вы сеете в тех, кто вас любит, веры, которую вы разделяете, помощи, которую вы оказываете нуждающимся, вашей непоколебимой веры и преданности. Это сокровища, которые принесут вам настоящую духовную награду. Я лично скажу тебе: приди, любимая дочь, любимый сын. Ты был верен в малом. Великое благословение я приготовил для тебя. Однажды я своими руками возложу на твою голову корону. У меня есть сила изменять времена и времена года, преобразовывать сердце и расставлять все на свои места, чтобы вы могли наслаждаться моими благословениями и оставить свои печали позади. Я у твоего порога кричу тебе: откройся! Я желаю обитать в твоем доме и желаю, чтобы вся твоя семья наполнилась моим дивным покоем. Все несправедливо отнятое у вас будет возвращено, приумножено. Стойте твердо и не принимайте поражения. Жизнь могла поразить вас, люди могли предать вас, возможно, желали увидеть ваше падение. Но я, твой всемогущий Бог, с тобой и не оставлю тебя. Благодаря моей милости, моей любви и силе, которую я вложил в твое сердце, ты поднимешься. Ты будешь стоять прямо, как отважный воин. Те, кто стремится беспокоить вас, унижать и побеждать вас, будут изумлены, когда станут свидетелями всего, чего я совершу через вас. Широко открытыми глазами они увидят, как я выведу вас из пустыни в плодородную землю, где процветают чудеса. Вы столкнулись с бесчисленными испытаниями, но день вашего процветания настал. Я исцелю твои недуги, избавлю тебя от плена и дарую тебе славную свободу. Держитесь за надежду, как за драгоценное сокровище. Оставайтесь верными моему слову, ибо оно самое ценное, что у вас есть. Не поддавайтесь пустому ропоту тех, кто завидует вам, когда они видят, как я окружаю вас благословениями. Я обеспечу вам почетный труд, еду на вашем столе, крепкое здоровье, защиту от зла, верную дружбу и гармонию в вашей семье.
У вас будут чудесные мечты и глубокое желание жить, упорствовать и побеждать. Всегда помните об этом, ваш возраст не имеет значения. Никогда не недооценивайте себя. Не используйте количество своих лет в качестве оправдания. Я хочу заверить вас, что я здесь для вас, всегда готов провести вас даже в самые трудные моменты вашей жизни. Вам больше не о чем беспокоиться. Пожалуйста, не расстраивайтесь и не беспокойтесь из-за того, что отягощает ваше сердце. Я знаю о ваших молитвах, о каждой из них. Я здесь, стойкий в своей любви и верности, стремящийся творить великие чудеса в вашей жизни из-за моей любви к вам. Никакое препятствие не может помешать моим планам, у тебя есть моя непоколебимая поддержка. Представьте себе могучую реку, текущую от моего престола, реку, которая смывает все ваши беды, оставляя вашу душу очищенной, спокойной и наполненной покоем. Я желаю, чтобы ваше сердце наполнилось верой, надеждой и спокойствием, чтобы оно освободилось от безжалостных бурь мыслей, которые разбивают стены вашего разума. Я жажду войти в уголки, где прячутся болезненные воспоминания, где обитают печаль и боль. Как твой Господин, твой Спаситель, я простил твои ошибки. Незачем вам терзать себя сомнениями и самообвинениями. Если ты действительно любишь меня и веришь в меня, перестань думать, что у твоих проблем нет решения. Я не хочу, чтобы вы жили в напряжении и тоске. Я не желаю, чтобы вы проводили дни с опущенной головой, не имея веры поднять взор к небесам. Я хочу, чтобы ты был свободен от всех забот, начиная с сегодняшнего дня. Я знаю, что ты живешь в мире, наполненном болью, но ты был выбран для этих времен. Ты родился в правильном месте, и какой бы трудной ни была твоя жизнь, все это часть моего божественного плана. Именно в этот день ваша вера воспламенится, и благодаря тому, что вы пережили, у вас будет смирение, чтобы получить невероятную мудрость и благословение, которые я собираюсь излить на вас. Ваши финансовые проблемы исчезнут, когда вы освободитесь от привязанности к материальным ценностям. Ваша семья дороже, как и ваше здоровье и ваше будущее. Кроме того, не забывайте любить себя так же, как я люблю вас, с терпением и любовью. Не требуйте от себя совершенства. Это только создает препятствия на вашем пути, приводящие к замешательству. Все совершают ошибки, но у тебя есть я, и я вижу, как тебе больно, когда ты отклоняешься от моего слова, когда твои эмоции толкают тебя на поступки, которые ты предпочитаешь не совершать. Но есть прощение и благодать для вашего кающегося сердца. С каждым новым днем появляются новые возможности и новые милости, которые я лично доставляю вам каждое утро. Я приду к тебе, постучу в твое окно и разбужу тебя. Я омою твое лицо нежным лучом святого белого света, раскрывая мою безграничную любовь к тебе. Пришло время тебе по-настоящему поверить в меня и прильнуть ко мне. У вас есть судьба, которую нужно выполнить, цель, которую нужно достичь, мечты, которые нужно преследовать, и семья, которую нужно поддерживать. Я прошу только вашего уважения и верности. Твое сердце уже принадлежит мне, но мне нужно, чтобы ты серьезно отнесся к своему пути к свободе.
Я дал тебе жизнь не для того, чтобы ты тратил ее впустую, чтобы тебя швыряло по ветру, разбивающемуся о жестокие волны. Не доверяйте слепо ложным друзьям, которые воодушевляют вас только для того, чтобы подвести, когда вы в них больше всего нуждаетесь. Они приходят и высмеивают испытания, с которыми вы сталкиваетесь, всегда обвиняя вас во всем, и вы начинаете им верить. Вот когда ваша вера снова тускнеет. Не бойтесь одиночества. Держись крепко за мою любовь, мою привязанность. Предложи мне свою невинную веру, совсем как веру ребенка, и поверь мне, когда я скажу тебе, что искренне люблю тебя. Доверься мне, и ты никогда не останешься один. Вы обретете победу перед лицом своих проблем. Я обеспечу все, что вам нужно во времена уныния. Я подарю тебе здоровье, силу и упорство, чтобы идти вперед, не колеблясь. Позвольте себе быть любимым. Не бойтесь. Пусть неискренние уйдут из вашей жизни, и никого не умоляйте остаться. Я буду вашим спутником в те холодные вечера, когда вам понадобятся слова поддержки, рука помощи и выслушивающее ухо, свободное от осуждения. Я дам тебе то, что тебе нужно, когда ты придешь ко мне на коленях с искренним сердцем. Делай это не потому, что я прошу, а потому, что ты меня любишь. Покажите таким образом свою приверженность и лояльность. Меня не впечатляют внешние проявления благочестия. Я не слушаю тех, кто публично притворяется, что любит меня, но собирается тайно, чтобы навредить моим помазанникам и моим возлюбленным. Я вознагражу вашу преданность, вашу веру, вашу приверженность и отвечу на ваши молитвы, когда вы обратитесь ко мне с предельной искренностью в своем сердце. Ты уже знаешь, как сильно я тебя люблю. Мне не нужно говорить больше. С этого дня ваши страхи остались позади. Я укрепляю ваши убеждения, и вы больше не будете жить в страхе. Рука об руку мы пойдем к победе со спокойным сердцем. Твоя душа охвачена моей любовью и погружена в мой покой. Так было, так есть и так будет. Не волнуйтесь. Благословения приходят к вам. Приближается время, когда вы вернете много утраченных вещей. Вы станете свидетелями того, что для меня нет ничего невозможного. Великое чудо уже в пути. Ваши молитвы были услышаны. То, что я хочу дать вам, намного лучше, чем все, о чем вы могли бы попросить. Твоя судьба в моих руках и ни в чьих других. Не оглядывайтесь по сторонам и не позволяйте негативным силам посеять в вашем уме мысли о неудаче и глупости. Я с тобой. Я ценю это, когда ты говоришь со мной, когда обращаешься ко мне, когда доверяешь мне настолько, что доверяешь мне свои чувства. Я слышал тебя сегодня утром. Я слышал тебя вчера. И хотя ваших слов может быть немного, ваша искренность и намерение – вот что действительно имеет значение. Мне больше ничего не нужно. И я уже говорил вам раньше, что даже если бы ваша вера была такой же маленькой, как горчичное зерно, ее было бы достаточно, чтобы ваши молитвы достигли престола небесного. Именно здесь решается ваша судьба. Предоставленная вами информация – это искреннее послание веры, утешения и божественной любви. Это подтверждение того, что даже среди трудностей
и проблем существует вездесущая сила, которая слышит и понимает потребности каждого человека. Это могущественное существо ценит искренность и преданность, проявленные в молитве, независимо от того, много ли произнесенных слов или мало. Важность заключается в намерении, а не в количестве. Эта божественная сила утверждает, что даже такой маленькой веры, как горчичное зерно, достаточно, чтобы молитвы достигли небесного престола, места, где определяются судьбы. Он обещает обеспечить комфорт, раскрыть свою любовь и удовлетворить любые потребности. Божественное присутствие утверждает свою несомненную любовь к людям и призывает их быть храбрыми и стойкими во всех своих трудностях, не боясь никого и ничего. Послание советует не тревожиться из-за пессимизма или сомнений других относительно божественных обещаний. Он прославляет мужество тех, кто игнорирует негативное мнение и твердо придерживается своей веры, несмотря на насмешки. Божественная сила обязуется быть постоянным присутствием, защищая от врагов и обеспечивая эмоциональное благополучие своих последователей. Оно поощряет питать умы святым словом, согласовывать планы и мечты с божественной волей. Он советует не принимать поспешных решений под давлением других и призывает к терпению и молитве о руководстве. Божественная сила стремится осветить путь к успеху, отгоняя мысли о неудаче. Он гарантирует любовь и защиту, обещая победу во всем. Оно вдохновляет людей искать божественные обещания, которые будут направлять их шаги и освещать их путь. Божественная сила вооружает своих последователей отвагой и способностями совершать великие дела, преодолевать препятствия и побеждать гигантов. Оно всегда прислушивается, стремясь исполнить свою божественную волю в жизни людей и проявить свою силу видимыми способами. Божественная сила желает использовать своих последователей в качестве инструментов для принесения благословений человечеству, начиная с их семей. Он призывает молиться за них, обещая коснуться их божественной силой, исцелить болезни, искоренить бедность, положить конец ненависти и спорам, а также восстановить прощение и гармонию. Божественная сила стремится осветить своим светом дома, сделав их убежищем для нуждающихся. Оно уверяет, что каждый входящий почувствует божественное присутствие в своем сердце, оставив позади болезни и испытав чудеса. Божественная сила подтверждает, что у нее есть глубокая цель для каждого, которая будет выполнена, даже если она не станет очевидной сразу. Божественная сила напоминает своим последователям постоянно молиться, искать божественные слова и подчиняться божественной воле. Он стремится обеспечить руководство, чтобы последователи не ходили во тьме, а торжествовали каждый день. Божественная сила гарантирует изобильную жизнь и благословение, которые постигают последователей, если они верят в Божественное Слово. Он призывает последователей на минутку закрыть глаза, прислушаться к божественному голосу и испытать очищение души и смывание страхов. Божественная сила уверяет, что нынешняя ситуация – это не конец. Он напоминает последователям свои исцеляющие слова, обещая, что они восстанут из отчаяния и почувствуют себя преобразившимися. Божественная сила обещает защиту, обновление целей и сверхъестественное благословение для завоевания мира. Начиная с сегодняшнего дня, ваш взгляд на жизнь претерпит трансформацию.
Вместо человека, лишенного надежды и стремления, вы увидите жизнь с обновленной точки зрения, где тревога не охватит вас, когда дела станут трудными. Я дарую вам мудрость бороться с любым чувством поражения, гарантируя, что оно никогда больше не возьмет над вами контроль. Помните, я с вами, и вы безмерно благословленны. Я наделил тебя множеством замечательных талантов, используй их с умом для всеобщего блага и относись к окружающим с добротой. Признайте тех, кто внес свой вклад в ваше нынешнее положение, признайте их значимость. Вы не достигли того, где находитесь, исключительно благодаря своему интеллекту. Многие люди протянули вам руку помощи, создали возможности и открыли для вас двери. Я защитил тебя от скрытых опасностей, воров и болезней. Поэтому, мое заветное дитя, я хочу, чтобы ты постиг всю глубину моей привязанности к тебе. Я жажду увидеть, как ты процветаешь и принимаешь жизнь, которую я запланировал для тебя. Ваша вера и доверие ко мне тронули меня, и я обещаю сопровождать вас на каждом этапе пути. Я вел вас так далеко, направляя ваш путь и помещая людей в вашу жизнь, чтобы они могли разделить благословение. И если вы желаете приумножить дары, таланты и имущество, которыми я вас наделил, найдите тех, кто поддерживал вас, даже тех, кого вы никогда не встречали. Действуйте самоотверженно, ничего не ожидая взамен, ведь это путь к изобилию. Многие уже благословили тебя, теперь твоя очередь выразить благодарность и стать проводником моей любви. Я верю в ваше понимание моего сердца и вашу способность добиться этого. Идите сейчас, помогите тем, о ком вы думаете, и станьте свидетелем того, как я буду способствовать вашему процветанию каждым актом благодарности. Я умножу ваши дары, открою врата рая и изолью на вас благословение. Это прекрасное отношение к признанию других принесет не только изобилие, но и эмоциональную и финансовую свободу. Я разорву долговые цепи, предоставлю вам возможности трудоустройства и создам возможности для открытия новых предприятий. Вы станете маяком мудрости, ведущим других к источнику вашего процветания. Во времена испытаний помните инструменты, которые я дал вам, мое слово, вашу веру, ваши молитвы и ваше благодарное сердце. Используйте эти инструменты, и вы добьетесь победоносного успеха даже в беспокойном мире. Процветание и благо будут окружать тебя, ты будешь невредим. Вы станете свидетелем того, как нечестивцы сталкиваются с их последствиями, а ваша семья и близкие будут безмерно благословлены. Я заменю мысли о несчастье и безделье в их умах обновленным желанием расти, учиться и приносить процветание человечеству через свою профессию. Любящие меня и повинующиеся мне подобны деревьям, посаженным при текущих водах, приносящим плод в свое время, и листья их никогда не увядают. Это справедливо даже в трудные времена. Не поддавайтесь мировому негативу. Пока другие предсказывают поражение и катастрофу, я подкреплю вас, чтобы вы одержали победу среди жизненных бурь. Ты будешь стоять прямо, твое лицо сияет. Сегодня я возношу вас нести знамя победы. Те, кто противостоит вам, будут посрамлены, и вы обретете спокойствие даже перед лицом борьбы, страха и беспокойства. Ты почувствуешь покой, потому что моя рука на тебе.
Я облегчу ваши заботы, и вы испытаете божественное спокойствие. Дышите глубоко и наслаждайтесь этим вновь обретенным духом. Возможно, тебе предстоят трудные дни, но ни один день не будет лишен моей любви. Проблемы могут возникнуть, но вы не справитесь с ними в одиночку. Ты всегда будешь под защитой моей любви и защиты. Прямо сейчас, слушая, закройте глаза и впитайте эти слова. Имейте смелость просить о том, что вам нужно: обеспечение, исцеление, ободрение и мудрость для вашей цели. Молитесь за свою семью и близких. Трудные времена приходят и уходят, но мое присутствие постоянно. Я недалеко, и тебе не придется кричать, чтобы привлечь мое внимание. Я слышу тебя, когда ты плачешь, и я рядом с тобой. Я слышу ваши молитвы и никогда не оставлю вас без внимания. Ты оставил позади ненависть и обиду, поняв силу благодарности. Ваши молитвы сильны и прекрасны для меня. Я с любовью отвечаю на ваши просьбы. Примите их с терпением, примите их с верой и ждите их с благодарностью за благословения, которые вскоре окажутся в ваших руках. Я работаю в сердцах тех, кого ты любишь. Покажите им свою важность для вас и свою преданность мне. Это повлияет на их жизнь. Вы маяк во тьме, ведущий их домой. Я здесь, защищая всех, даже тех, кто в меня не верит. Ты их любишь, и мне этого достаточно. Я благословлю и защищу их, и со временем они поймут, что именно моя любовь сохраняет им жизнь. Однажды они оценят ваши бессонные ночи молитв и слезы об их спасении. Могут прийти бури, но те, кто ищет меня, найдут в изобилии надежду и веру. Другие могут принять неудачу и замешательство, не способные отличить хорошее от плохого, но ты выстоишь стойко в самом сердце бури, ведомой моей рукой. Не бойтесь, когда возникают проблемы, и не отчаивайтесь, когда запасы иссякают. Смело встречайте эти конфликты, держа меня за руку и помня правду, которую вы приняли. Если ты действительно веришь в меня, подними высоко голову и без колебаний окунись в бой. Я наполняю вас смелостью и уверенностью, ведя вас в страну изобилия. Следи за моим словом, не обращая внимания на пустые угрозы. Признай меня сегодня, скажи это вслух: «Я верю в тебя, мой возлюбленный Бог». Признайтесь, что я ваш пастырь, и вы не захотите. Даже когда земля содрогнется, ты будешь отдыхать у стоящих вод, на зеленых пастбищах. Помазываю твою душу небесным медом, ведя тебя по праведным путям. У тебя не будет недостатка, потому что я люблю тебя и всегда буду с тобой. Вы знаете это и обладаете мощной, непоколебимой верой. Он поднимет вас в худшие дни, в разгар самой суровой борьбы. Ваше доверие ко мне заставляет ваших врагов поколебаться. Я благословлю ваш стол миром и провизией. Мои заповеди и руководство укрепят тебя, и твое лицо засияет небесным помазанием. Доброта и милосердие последуют за вами. Мое слово будет говорить к твоему сердцу, и ты будешь жить в моем присутствии каждый день. В это нетрудно поверить, это требует смирения и простоты. Осознайте свои ограничения, и я сделаю вас сильнее. Когда ты не сможешь идти дальше,
я буду носить тебя на руках, пока ты не достигнешь своей цели. Когда заботы поглотят тебя, я принесу мир в твой разум и спокойствие в твое сердце. Враги могут окружать вас, но вы никогда не будете. Поднимите высоко голову и окунитесь в бой, не колеблясь. Я наполняю вас храбростью и уверенностью в себе, ведя вас в страну процветания. Сосредоточьтесь на моих божественных словах, игнорируя любые пустые угрозы. Подтвердите свою веру в меня сегодня, озвучьте это вслух. Выразите свою веру в меня, вашего возлюбленного Господа. Провозгласите, что я ваш пастырь, и вы никогда не будете нуждаться. Даже когда мир вокруг вас трясется, вы найдете покой у спокойных вод и пышных зеленых полей. Я благословляю твою душу божественным нектаром, направляя тебя по добродетельным путям. Ты никогда не будешь в нужде, ведь я дорожу тобой и всегда буду рядом с тобой. Вы знаете это и придерживаетесь огромной, непоколебимой веры. Эта вера поднимет вас даже в самые мрачные дни среди самых тяжелых сражений. Ваше доверие ко мне заставляет ваших противников колебаться. Я украшу твой стол спокойствием и изобилием. Мои заповеди и советы укрепят тебя, и лицо твое засияет божественным помазанием. Доброта и милосердие будут сопровождать вас. Мое божественное слово будет общаться с вашей душой, и вы будете пребывать в моем присутствии каждый день. Вера – несложная задача, оно требует скромности и простоты. Признайте свои ограничения, и я дам вам силу. Когда ты почувствуешь, что не можешь продолжать путь, я буду держать тебя на руках, пока ты не доберешься до места назначения. Когда тревоги одолевают вас, я принесу спокойствие в ваш разум и спокойствие в ваше сердце. Враги могут окружить вас, но вы никогда не будете одиноки. Я буду постоянно окутывать тебя любовью и выступать в роли твоего защитника. Я буду размахивать своим мечом, чтобы защитить тебя от мира и дать тебе передышку. Вы можете шагать уверенно, ваша улыбка отражает спокойствие. Люди увидят твое сияющее лицо, и ты сообщишь им, что твой всемогущий Господь, твой Небесный Отец, обожает, охраняет и заботится о тебе. Ваша вера усилится, и ваши враги будут посрамлены. Я наполню ваш стол спокойствием и изобилием. Мои заповеди и советы придадут тебе силы духа, и лицо твое засияет божественным помазанием. Доброта и милосердие направят вас. Я раскрываю ваше духовное видение, веду вас в новое сверхъестественное существование вдали от обители печали. Я приготовил для вас великолепные чудеса, даже те, о которых вы не просили. Я окутаю тебя благословениями благодаря своей безграничной, вечной привязанности. Если сегодня ты предложил мне свое сердце, обязуюсь придерживаться меня с решимостью и верностью, никто не сможет вырвать тебя из моей хватки. Будьте осторожны с отвлечениями и неопределенностями. Противник пытается поймать ваш разум в ловушку, но никто не может причинить вред ни вам, ни вашим близким. Враг нападает, чтобы разрушить вашу веру и эмоциональную стабильность. Злые и завистливые не могут видеть вашей стойкости, но они побеждены. Ваш несгибаемый дух излучает спокойствие, сдержанность и сверхъестественную силу, дары моего Святого Духа.
Страх не поселяется в твоем сердце, и ты стойко стоишь перед лицом неожиданных испытаний. Вы сохраняете спокойствие, вспоминая эти слова. Подойди, послушай меня и позволь моим объятиям наполнить тебя любовью и покоем. Я дарую вам благодать и благословение, стремясь стать свидетелями вашего триумфа и процветания в вечной жизни в Целестиальном Царстве. Это ваше наследство. Живите на земле с энтузиазмом, целеустремленностью и стремлением творить добро, распространяя мое слово в уголки Вселенной. Я буду творить чудеса через ваши руки, принося утешение и поддержку ищущим душам, обеспечивая духовную поддержку тем, кто в ней нуждается. Шагайте уверенно, избегая влияния негативных личностей. Ищите компанию тех, кто ценит и возвышает вас, настоящих друзей, которые не стремятся контролировать вашу жизнь или семью. Не позволяйте врагу снова поработить вас или принять слова поражения. Ищите дружеских отношений с теми, кто искренне уважает вас, благословляйте тех, кто поощряет вас, не требуя взамен вашего богатства. Наша связь носит личный характер, и я хочу поговорить с вами напрямую. Я раскрою тайны и поделюсь с вами своими планами, если вы захотите узнать меня побольше. Я здесь жду тебя на рассвете. Проводи время со мной, пока другие спят. Приносите мне свои просьбы и внимательно слушайте слова, которые я даю вам ежедневно. Я отвечу вам множеством способов, раскрывая себя. Призовите меня, и я отвечу, показав вам великое и чудесное через сны и видения. Я воспитываю тебя, чтобы ты стал свидетелем сверхъестественных чудес. Примите эти слова с верой, и я окружу вас обильными благословениями. У меня на тебя такие невероятные планы, которые наполнят твое сердце покоем и радостью. Я обращаюсь к вам и приглашаю вас пройти это путешествие вместе со мной. Речь идет не о том, чтобы спешить вперед, речь идет о том, чтобы стоять твердо и настойчиво на своем пути. Держись своей веры, дорогой. Пусть он останется безмятежным и сильным. Не позволяйте миру вокруг вас отвлекать вас. Сосредоточьтесь на мне и смотрите вперед. Пункт назначения не слишком далеко, не в вечности. Я понимаю, что иногда твои дни могут казаться длинными, может подкрадываться усталость, но помни, что ты вырос. Вы больше не позволяете своим эмоциям контролировать вашу жизнь. Вы знаете, я желаю благословить вашу семью и проложить им путь, чтобы они могли без страха встретить все, что происходит. Ваши враги будут побеждены, а препятствия преодолены. Я не обещаю легкой жизни, но уверяю вас, что вера и сила никогда не покинут вас. Наполнитесь мужеством, зная, что ваша победа неизбежна. Примите мои обещания, которые принесут исцеление вашему телу, ясность вашим мыслям и силу вашему сердцу. Я хочу разорвать цепи разочарования и депрессии, которые тяготят вас и заставляют сомневаться в моих словах. Освободите эту обманчивую дружбу, которая ведет вас к неудаче. Все это время исчезнет. Могущественное чудо ждет, если ты обязуешься подчиняться мне и хранить мою любовь. Не уподобляйтесь тем, кто ползет по грязи в погоне за ложными обещаниями материального благополучия и мимолетной славы.
Они верят, что мое присутствие и власть благоприятствуют тем, кто громко заявляет о своей жизни, но это лживая ложь. Они отвергают мое слово, они не принимают меня таким, какой я есть, они не хотят знать того, кто пришел в мир как раб и отдал свою жизнь на кресте. Но ты, дитя мое, открыла мне свое сердце, и я желаю творить в тебе чудесные вещи. Облеки свою душу в смирение и отвергни жертвы пожирателя. Я здесь, чтобы помочь вам, чтобы дать вам больше мира и мудрости, чтобы ожидание не утомляло вас, чтобы жалобы и сомнения не разрушили вашу веру и счастье. Поговори со мной сейчас от всего сердца и скажи: «Боже мой, я верю в Тебя. Я доверяю вам, и я терпеливо жду обещанных вами благословений. Я точно знаю, что то, о чем вы просили, осуществится». Ваша непоколебимая вера в меня и знание того, что все ваши молитвы во имя Иисуса будут услышаны, согревают мое сердце. Я очень рад открыть вам новую эру обильных благословений, открытых небес и изобилующей доброты, которая будет пронизывать каждый аспект вашей жизни. Ваш дом наполнится миром и радостью, а ваша семья испытает переполнение счастья. Это возможно для тех, кто верит в меня, для тех, кто держит мои слова близко к сердцу и терпеливо и без колебаний ожидает их благословений. Помни, дитя мое, как важно оставаться стойким и терпеливым. Точно так же, как ребенку требуется 9 месяцев, чтобы родиться, а семени нужно упасть на плодородную почву, расколоться и трансформироваться, прежде чем оно сможет прорасти и вырасти. Вашим благословениям также нужно время и усилия, чтобы проявиться. Я надеюсь, что вы это понимаете и не будете унывать. Продолжайте смотреть на горизонт, двигаясь вперед, оставляя текущие обстоятельства позади. Не бойтесь перспективы перемен. Все создано для вашей пользы. Я хочу, чтобы вы были окружены людьми и ресурсами, которые способствуют вашему росту. Если ты пойдешь со мной, никто не сможет причинить тебе вред, обвинить или осудить тебя, ибо я буду твоим защитником. Мое дорогое дитя, если бы ты только мог увидеть своими духовными глазами небесные армии, стоящие рядом с тобой. Если бы вы могли стать свидетелем божественного света, освещающего ваш путь и падение ваших врагов, и если бы вы могли почувствовать движение неба и земли, работающие в вашу пользу. Вскоре я открою вам великие видения во сне, предложив вам взглянуть на рай на земле. Ваша вера в меня достойна восхищения, и именно поэтому я ежедневно отвечаю вам уникальным посланием. Каждый день может приносить новые испытания, но моя любовь к тебе постоянна. Выполняя свои повседневные дела, помни об этом, дитя мое, я глубоко люблю тебя. Я жажду услышать то же самое от тебя, услышать, как ты говоришь: «Иисус, мой возлюбленный, я тоже тебя люблю». Ты не можешь попросить меня ни о чем, чего не сможет дать моя любовь. Я восстановлю то, что принадлежит тебе, твое достоинство и место, которое ты по праву заслуживаешь. Если ты отдашь мне свое сердце и примешь исцеление и прощение, которые предлагает моя любовь, я приготовлю для тебя лучшую жизнь. Обещания уже написаны, и вы носите их в своем сердце. Если вы решите верить, делайте это изо всех сил своего разума и души.
Не уподобляйтесь тем, кто говорит о моей любви, но по-настоящему в нее не верит. Они слишком поглощены тем, что думают другие, и принимают наказания и презрения, которые другие налагают на них. Многие хотят навязать вам свое эгоистичное мышление. Они утверждают, что любят вас, но стремятся отнять у вас. Они следуют невыполнимым правилам, которых сами не придерживаются. Они облачаются в одежды праведности и ложной святости, считая себя выше вас. Что бы ты ни делал, в их глазах ты всегда оказываешься виноватым. Однако я призываю вас к свободе. Сегодня вечером вы будете спать спокойно, и мой Святой Дух будет говорить с вами. Я исцелю твою душу и разум, разорвав все цепи, которые тебя связывали. Проснувшись, вы будете свободны навсегда. Ваше счастье не будет зависеть от мнения людей. Наконец, ты станешь тем, кем ты есть на самом деле, моим мудрым, умным ребенком с нежным, настойчивым и мужественным духом. В самые мрачные моменты, когда люди обижают тебя и ранят твои чувства, когда кажется, что все вокруг темнеет, и ты чувствуешь, что нет смысла продолжать, опирайся на меня. Ты мой, и я хочу, чтобы ты стремился к большему. Не соглашайтесь жить в углу, плача под крышей, где вы терпите презрение. Я люблю тебя, и я помогу тебе, прощу тебя и восстановлю тебя. Я могу предложить вам лучшее будущее с мощными дарами и талантами, миром, радостью и здоровьем. Займите свое законное место, встаньте с достоинством. Вы защищенный принц или принцесса, вечно охраняемый вашим могущественным небесным Отцом. Скажи это от всего сердца, дитя мое, скажи мне: я верю в тебя, возлюбленный Отец. Я держу в руках чудо с твоим именем. Вопрос, который мы с тобой знаем, будет решен. Даже ваша семья будет удивлена. Те, кто тайно смотрел на вас свысока и открыто критиковал вас, встанут перед вами на колени, прося прощения за боль, которую они вам причинили. Они не уважали тебя. Они упустили возможность, которую искали, когда отвергли вас. Я приведу тебя в лучшую среду. Я подниму тебя духовно до места, где нет раздоров и зависти. Настоящая любовь все еще существует там. Они оценят дары и таланты, которые я наделил вас, позволяя вам расти и процветать. Не бойтесь процветания. Я говорю об обеспечении, мире, счастье, здоровье и семейном согласии без долгов, без печалей. Отсюда я вижу твое чудо. Оно настолько величественно и прекрасно, что, увидев его, вы поймете, что оно стоило всех перенесенных вами страданий. Ваша семья поймет, что вы не ошиблись, когда сказали им довериться Богу, который их так сильно любит. Они будут со слезами каяться в том, что согрешили против меня. Когда вы молились о мудрости и силе, а они смеялись над вами, думая, что вы ошиблись, но когда они станут свидетелями моего мощного ответа на ваши молитвы, они попросят у вас прощения. Я выбрал вас с уникальной целью – стать настоящим благословением как для своей семьи, так и для своей страны. В отличие от тех, кто тратит свое время в поисках одобрения других и готов на все ради аплодисментов и похвалы, ваш путь особенный. Никогда не опускайтесь до потребления объедков, которые они предлагают.
Вместо этого сосредоточьте свой взгляд на моем троне, вашем законном месте. Благодаря вашей настойчивости и вере вы достигнете этого, становясь свидетелями того, как все обещания, которые я дал вам, становятся реальностью. Я буду творить чудеса через вас, но не ждите, что люди изменят свое поведение, если они принесут вам финансовую выгоду и аплодисменты. Довольствуйся моей любовью, которая всегда рядом с тобой, и спокойствием, которое я дарую. Чудо, которое ты ищешь, в моих руках. Итак, дитя мое, скажи мне, желаешь ли ты этого? Вы были испытаны и проверены, и теперь пришло время вашего благословения. Вы достаточно пережили и извлекли бесценные уроки из всего, с чем столкнулись. Вы проявили смелость, столкнувшись с непредвиденными невзгодами. Это произошло не из-за ваших ошибок, а скорее из-за попыток врага вывести вас из колеи. В отчаянии ты посеял свои семена, которые упали на землю, смоченную твоими слезами. Однако оставайтесь верными и откройте глаза, когда земля содрогнется и появится яркий росток. В этом году вы соберете обильный урожай. Семена, которые вы считали мертвыми, вернулись к жизни, вернувшись к вам как подлинные, прекрасные благословения, обогащая ваше духовное путешествие. Они не принесут печали или бремени стрессов и проблем. Я поместил тебя сюда, дитя мое. Ваша непоколебимая вера глубоко трогает мое сердце, когда вы сталкиваетесь каждый день. Всегда помни, что я с тобой, и моя любовь к тебе остается твердой и непоколебимой местом, где может парить твой дух. Осознайте, что я ваш проводник и поставщик. Если вы относитесь к другим с состраданием и добротой, ваши потребности будут удовлетворены. Однако помните, что не следует полностью доверять людям. Следуй моим заповедям, отбрось сомнения и негатив и поднимись с непоколебимой верой. Чудеса, превосходящие ваше воображение, могут проявиться на ваших глазах с верой. Это не игра, не удача и не пустые слова. Это сила моего святого слова, всегда исполняемого в идеальное время согласно моему божественному плану. Вы жаждете перемен, процветания и того, чтобы ваши близкие ни в чем не нуждались. Вы глубоко желаете трансформации. Я здесь, чтобы заверить вас, что я могу и преобразю вас. У меня есть возможность превратить сердце и умы из тьмы в свет, и я это сделаю. Однако мне нужна ваша вера. Вы отправляетесь в новое путешествие, и пришло время оставить прошлое позади. Протяните руку с верой и поймите благословения, которые я кладу перед вами. Ваши испытания подготовили вас, и ваш момент настал. Сегодня я совершу прекрасные чудеса в вашей жизни и жизни ваших близких. Не отчаивайтесь из-за закрытой двери. Поговорите со мной, подтвердите свои мысли и запишите их. Заявите о своей вере в меня, примите эти утешительные слова и примите небесное ободрение, которое я предлагаю. Когда закрывается одна дверь, это не повод для отчаяния. Вскоре откроется еще одна величественная дверь, принеся что-то еще лучшее. Поймите, что в небесной сфере идет духовная битва за вашу жизнь и веру. Многие враги, как внешние, так и внутренние, стремятся помешать вашему росту, даже если они остаются скрытыми от вашего взгляда.
Я положу божественное знание на ваш путь, чтобы вести вас. Примите это руководство со смирением и посвятите время молитве, и вам откроется больше. Вы выйдете победителем из этой битвы. Все препятствия на вашем пути рухнут. Поймите, что победы достигаются не только вашими усилиями. Если ты отвергнешь мое слово и оставишь свою веру, враг попытается посеять внутри тебя раздор. Ты отправишься в далекое путешествие, благословишь множество жизней, а твоя семья будет процветать в мудрости и смирении сердца. Процветание украсит каждый аспект их жизни. Но мы должны пройти этот путь вместе. Протяни мне руку, готовую подняться к духовным высотам, где формируются судьбы и преображаются жизни. В этот день вас ждет бесчисленное множество хороших и прекрасных вещей. Пока вы слушаете мои слова, фундамент вашей жизни закладывается на прочной почве. Каждое из ваших будущих поколений будет наделено уникальными дарами и талантами, а также стремлением к знаниям и подготовке, превосходящим ваше нынешнее воображение. Вашей семье не суждено жить в духовной нищете, эмоциональном смятении или быть обремененным долгами. Примите то, что я открываю вам, и научитесь мечтать. Я укреплю вашу веру и дам вам силы получать благословения, которые вот-вот изольются, и управлять ими с непоколебимой уверенностью. Я обменю твою скорбь на благословение, твою печаль на силу и исцелю твое сердце своей безграничной любовью. Даже среди своей суеты и среди толпы я хочу, чтобы ты почувствовал эти нежные объятия там, где стоишь. Найдите минутку и получите этот дар через веру. Это принесет спокойствие в вашу душу и мир в ваш разум. Я дарую вам силу контролировать бурные эмоции в вашем уме, даже если полученные новости могут вас встревожить или утомить. Могут быть моменты, когда вы чувствуете, что потеряли силы. Однако доверьтесь мне еще раз, ведь я здесь и все так, как должно быть. Ваш жизненный путь продолжается, и этот трудный момент скоро пройдет. Ваше будущее отмечено божественными благословениями, которые не будут уменьшены ни одним противником, стремящимся обескуражить вас невзгодами. Я обладаю способностью превратить любое сопротивление в благословение, превратить дефицит в изобилие и вылечить любые болезни в вашей семье и во всем вашем доме. Мое вечное желание, чтобы вы получили все обещанные мною чудеса. Я не простой смертный, я Бог и не лгу. Моя цель оставалась неизменной с незапамятных времен – обеспечить спасение, даровать вечную жизнь и вести вас по пути праведности. Я – путь, истина и твоя жизнь. Ваше решение. Итак, я любезно призываю вас придерживаться моих обещаний и отвлечь свое внимание от обманов этого мира. Мне доставляет радость видеть, что вы доверяете мне, что вы больше не обращаете внимания на провокации и угрозы, направленные на нарушение вашего покоя, наполнение вашего разума гневом, растерянностью, ложными идеями и противоречивыми эмоциями. Они стремятся ввести вас в заблуждение, поймать в паутину вины и отвлечь от истины, моей любви и моего присутствия. Ты понимаешь их намерения, и я знаю, что ты любишь меня. Вы не позволите никому оторвать вас от того места, где вы сейчас находитесь, окруженные любовью и беспрецедентной привязанностью в вашей жизни.
Ты испытал много одиночества и недостаток нежности, но теперь я обнимаю тебя, утешая божественной силой и ободрением, ибо я глубоко дорожу тобой. Я заметил ваши страхи, ваши глубокие беспокойства и услышал крики вашего сердца. Вы пытались уйти от проблемы, умоляя о моем мощном вмешательстве. Я тебя полностью понимаю. Этот вопрос имеет для вас огромное значение, и от его решения зависит очень многое. Вы думали, что я недоволен и не желаю вам помогать. Позвольте мне прояснить это. Я всегда буду вам нужен, даже когда дела идут гладко, даже когда вас окружает процветание. Никогда не забывайте об этом и никогда не ослабляйте бдительность. Противник стремится отвлечь вас, подорвать вашу веру, сорвать ваш план и навредить вашей душе. Я помогу вам в этом деле, которое тяготит ваше сердце. Мне грустно видеть тебя расстроенным и обеспокоенным. Вместо того, чтобы зацикливаться на одних и тех же заботах, отдайте мне каждую мысль. Если закрадываются мысли о поражении, поверьте, что поражение невозможно, ибо у вас есть вера во всемогущего Бога. Если уныние попытается овладеть вашим сердцем, не поддавайтесь ему, ибо это было бы серьезной ошибкой. Те, кто верят в мою силу и ждут моих благословений, не могут унывать. Если интерес к жизни ускользает от вас, используйте свою веру. Вы верите в могущественного и суверенного Бога и служите Ему, который будет раздувать пламя божественной любви в вашем сердце, наполняя вас величественным желанием выстоять. Держитесь крепко обещаний, которые я вам даю. Поймите эти слова, которые я говорю вам. Ваши противники могут унижать вас, утверждая, что вы не заслуживаете даже самой жизни. Но вам больше не следует их слушать. Я хочу, чтобы ты жил, и вскоре ты заново испытаешь, прикоснешься и примешь мои благословения. Ваши обстоятельства изменятся, жизнь улучшится, а беспокоящие вас заботы со временем разрешатся. Если вы до сих пор прислушивались к моим словам, знайте, что это непростое совпадение. Заявите о своей вере в меня, о своей решимости выстоять, несмотря ни на что, и о своей непоколебимой любви ко мне. Ваше будущее изменится, ваше нынешнее положение улучшится. Я сверхъестественным образом вмешаюсь в вашу жизнь, и вскоре вы своими глазами увидите ясное разрешение ваших нынешних затруднений. Провозгласите сейчас свою веру и преданность делу и скажите мне: «Я верю точно так же, как я говорю вам, я люблю тебя». Аминь.